Около 40 ингушских школьников приняли участие в конкурсе рисунков с говорящим названием «Экология глазами детей». Он проводился от имени Минприроды России среди малообеспеченных детей-сирот. Работы молодых художников оценивало строгое жюри и определило победителей, награждение которых состоялось в Центре культурного развития Магаса. Для ученика 3 класса Салама Мадгиреева рисование – это скорее хобби. Он посещает школьный кружок «Защитники природы», где они изучают экологию воды, атмосферы, гор, а также растения, внесенные в Красную книгу. За свой рисунок «Сохраните планету ради нашего будущего» школьник занял первое место в конкурсе рисунков. Я нарисовал картину, похожую на герб моей Ингушетии, потому что я очень люблю свою республику. На картине изображен орел, который держит мужественный и величественный орел, который держит в своих когтях землю, защищая ее. Экология глазами детей в конкурсе рисунков, объявленном Минприроды региона, приняли участие 40 школьников. Работы оценивались по нескольким критериям: насыщенность произведений любовью, пропагандой, бережным отношением к природе. Компетентные члены жюри подвели итоги и наградили грамотами и призами 9 лауреатов. Акталиеву Жарейдат Даудовну, занявшую 3-е место. Цветущая планета или, наоборот, ее гибель. Каждый из участников постарался донести свое видение проблемы экологии. А вот и маленькая Хадижа решила всем показать, что нельзя оставлять костер в лесу, так как все вокруг может сгореть, а мусор где попало. Я нарисовала природу. Дерево. Костер мы зачеркнули. И мусор зачеркнули. Конкурс проводился среди малообеспеченных детей, детей-сирот и полусирот. Организаторы отметили не только призеров, всех участников конкурса поощрили подарками, чтобы каждый из них почувствовал себя победителем. Нужно отметить, что Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия регулярно из года в год уделяет пристальное внимание экопросвещению, в том числе и в особенности среди подрастающего поколения. Разрабатывается огромный план мероприятий. Это как работа со школами, с вузами, с УЗами, но, соответственно, с огромным количеством представителей нашего юного молодого поколения. Почти месяц учителя готовили детей к творческому конкурсу, который проводится ежегодно по всей России. Они понимают, что экологическую культуру и воспитание невозможно навязать. Это нужно прививать и желательно с малых лет. Если мы с этих младших, с малых лет будем детей приучать к бережному отношению к природе, не зажигая костер, не разводи костер, не бросая мусор, то, конечно, в дальнейшем мы получим нормальных, чистоплотных, красивых граждан, которые не будут бороться за экологию. Региональный координатор партийного проекта «Единой России. Чистая страна» Магомед Бабхоев сам уделяет большое внимание экопросвещению. Минприрода реализует целый комплекс мероприятий, нацеленных на бережное отношение детей к природе. Хочу поблагодарить тех преподавателей, учителей, которые с ними проводили работу, поблагодарить других учителей, других родителей, которые проводят работу с нашим подрастающим поколением, с нашими детьми, потому что дети как раз и есть наше будущее. Спасибо им всем за то, что прививают любовь к нашей родине, к нашей природе. Музыкальный подарок победителям сегодня преподносят и приглашенные гости, народные артисты. А в завершении детей вовлекли в викторину покрутить барабан и ответить на выпавший ему вопрос. Тем самым показать свои знания по экологии успел каждый. Диана Дударова, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Асхаб Илакиев. Новости 24.